Biz Альберт абай bilan ko'pdan o'ylashgan edik. Ko'rsatirga sizga bunday жылы g'ana bir obstanovkada ko'rsatirga qiziqli yetganlarni, fotolarni men biroz Альберт abayni siyashtiram. Chunki Альберт abay bizning университет professori tugul, ammo bir ko'p material yig'gan kishi ham degan shulay o'tirib. Birinchidan men shok topgan fotomateriallar albatta bu yig'gan bu mana shu Amerikaniya madrasasi mening ishim ochildi bo'ldi, ham boshqalar ishim ochildi bo'ldi. İskitaş məşqinə sənə hazırki vaxtda Amerikaniya mədrəsəsində qızırğa oydu. Amalar için bu mədrəsənin zəksiyədə ornaşılan binası onlar için açılış buldu. Başqalar için de açılış nişikdir buldu. Bəli o kitaplarda var, ama bu kitapların hürmetini de doğruda gerektir. İsteklerine dayanılan. Anlarsın, indi biz bugün yerden ekskursiyada көрсетілген енді ол соның түрінде көрсетілген уран аталыр. Менің есімім Альберт, мен жаңа тұрмын, тұра. Қазір мен шешті ғалимда түгіл, лекторда түгіл, қазір бүгіннен жаңа бесті тарихы береді, сіздің білән де үшеткенде поделюсь. На менің алдында газет. Давайте значит, газета 67-го года. Микрофон. Михашик. Вот. 67-й год. Она посвящена 50-летию 35-й школы, где я учился. Вот. И вот хочу просто прочитать начало статьи. 1117 год. Революция приносит новотатарской слободе двойную радость. Впервые в ее истории открывается татарская школа, в которой начинается бесплатное обучение. Мне не только в истории новотатарской слободы, но и вообще в истории татар открывается первая государственная школа, которая берет на себя государство, а не махалля. Вот. И здесь перечисляются адреса этой школы, это как уже в книгах все это есть. Какие адреса? Вот адреса, например, то есть в 17 году первый адрес был Эшурам 43. Вот. Но это здание не сохранилось, это получается примерно в районе аквапарка, как я понимаю, как я представляю. И также вот адреса, которые известны, Татарстан, это получается Акмашев. То есть вот это именно то здание. А другое здание, это улица Ямашева, теперешний Мизущиков. Предположительно, это здание и Якубовской медресе изначально. Потом вот школа номер 44 имени Каюма Насыри. Судя по тому, что я читал, это даже может быть в этом здании. Вот Джавид Тарзаманов писал, он учился в этом, понимаете, очень много информации, если так начнем, он родился в Новотатарской слободе и учился в этой школе. И он пишет, что в этой школе была библиотека Каюма Насыри, той школой, русско-татарская школа, которая была открыта в Новотатарской слободе. То есть, тут, если мы уйдем, это будет очень долго. Вот дальше здесь пишется, что в 1927 году было построено специальное здание для школы. И эта школа стала носить имя Десятилетия Октября. То есть школа имени Десятилетия Октября. Передо мной настоящий артефакт, по крайней мере для меня. Показать. Здесь написано Октябрь 10 yıllık ismindeki 13. numarada Şibi yıllık Tatar İslami Mektebi. Nasıl көресіз? Вместо привычного нам пролетариев всех стран соединяйтесь, яшасын мәдәни революция. Һәм иң әһәмиятлесе Казан шәһәре яңа бистә. То
То есть он так уйылған есім конкретно. То есть ол практика қазір жоқ. Қазір жазалар екен өзімшіков, ада жаңа бесқаны енді іске алынған. Айтасым келе, Мұхамеджанов Абдулла деген бір қарқарда жаңа бестек молодец. Һәм мына бұл аның дәфтәрі. Мұны қарасақ, 28 ел, бойынды кесіліш ел ғарап тілінен яңалыққа көшу. Мына бұл дәфтәрді бұл бек яқшы шықты. Шағылады. Мына қарап. Мұны ғарап шасы бекті, тәртіпті. То есть очень так. Бездну пишет, все хорошо. А теперь посмотрим, тот же мальчик пишет как первоклассник. То есть говорит о том, что он только еще вникает. Я же был на новом егитке в уақытта. 12 лет ему было, да? И вот здесь я могу показать некоторые рисунки. Мына бір рисунок, мындай жазылған фабрика. Бүгінгі Харьковда мен ашу Тукаевский урамында орналашқан рисовник бар заводы бәлки. Бик ашаған қызыл кирпичті. Тағы міне Альберт абай тапқан артефакт деп айтайын ма? Артефакт көбірек енді. Біз міне газеталарды көрдік есінде, меніңше газетасы. Міне анда қарасаң 30-ші жылғы газеталар, 30-ші ел ақырындағы газет, 40-ші бірінші газетасы ұшыраттық енді Фарсады кешті. Анда Ялна татар пистесі адресі жазылған бүтін жерде. Казань, но татарская слобода, адрес редакции и урам есімі. 48-ші жылда, 49-ші жылда ол юғала башлайды. Ана 7-ші жылдар башын қараса газеталар уже yazмайлар Казань, Новая Татарская слобода. Просто yazылар Казань, улица Микушков. То есть уже как значимый такой топоним, он исчезает уже потихоньку из 48-49 міне шул арада 7-ші жылдар башында енді yok. 61-ші жылғы газетінің қарасаңыз все енді анда бір нәрседе Ялна татар бистесінде Ялна бисте турында айтылмайды. Хамида давай мектеп, мен оқимын. В нашей школе воспитан мастер татарских национальных блюд Юнус Ахмедзянов. Прошу обратить внимание. Награжденный орденом Ленина. То есть Юнус Ахмедзянов это популяризатор нашей татарской кухни. Я даже слышал, что он просто-напросто ходил по домам на татарской слободы и расспрашивал людей рецепты блюд. Но мы все знаем, что основатель ТДК, Дом татарской кулинарии. Demek ki bakalım benim versiyonu. Айтасың келе енді менің үшін крылет боларак жаңа бесте ісім құнды екен бір қағазға өйдім менің үшін қызық. Тут имеется справка, да, и печать школы номер 35. Тут уже как раз дается адрес Татарстан 20/19. То есть именно что мечеть находится на углу, поэтому двойной адрес с дробью. И вот получается, что в 1954 году это был Сталинский район. Ну, так для информации. Также вот в архивах я читал газету 1934 года и встретил такое объявление, которое мне было по сердцу. Татарин, Новотатарской слободы, татарин ищет работу бухгалтера. Новотатарская слобода, адрес Кулюран. То есть, смотрите, то есть в те годы мы ведь сейчас при подаче работы свою нацию как бы не определяем, это уже все равно. А в те годы как было принято, то, что татарин ищет работу. Утыстуется чего? Кызыл Татарстан дорого тише. Но хазыр сіз ол ісімі таба алмайсыз, Кулюран, чеки хазыр ол Дулат Али ісімін ерді. Ол енді har halda şu
революцияның ибі жылдығын қарсы алғанда көптеген алмашулар еді революция белән бәйле исемнәрне урамнарны. Мен сталинский район турында әйтеп менә мин һаман әтигә сылтыйм, әтием минем Микучков урамының ахырында яшәгән, Большая Ямашевская, һәм ул теге Макаронкинга якын булган җирлек иде. Все уже алардан Макаронка башына иде. Менә аларның өлеше уже безнең пропискада Молотовский район иде. Әйе, Молотовский, ул Приволжский район. Бездә аннан соң башлана иде Сталинский район. Сталинский ул Бауманский район нарсы булып киткән район. Ягъни яңа бистә ничектер инде бер өлеше башка районга кергән. Әле мәсәле безнең топонимикада Сталин кыргы иде. Соңыннан Приволжский. Сталинский тупик. Сталинский тупик. Кстати, да, как двусмысленно. Также просто сам лично видел паспорт 28 года. Человек был прописан на улице Плетеневская. То есть сейчас ее уже нет. Это примерно Плетени, это вот улица Шариф Камала и Сайдашева. Что примечательно, паспорт выдан 5-м отделением милиции. А как известно, Новотатарская Слобода в свое время входила в 5-й участок полиции. То есть к тому времени еще все это градация. Егермис изначил. И 5-й больницы, да, тоже 5-й. Теперь вот. Ну, бүгін тоже бір ашылыш болды біздің белән бір абый ерді, инде аңа 80 яшь толды быел. Мин Пләтәндә үскәнмен, туган Ханита Ташурамда туганнар да иде. Ул әйтә, менә монда төрмә һәрвакыт бар иде инде. Һәм төрмәдә беләсең дә литейный производство, һәм менә бу производственның урамында урнашкан төрмә янында 44-45 елларда biz кичкенә бер малайлар иде, мәктәптә дә күрмәгән идек, танклар тора иде. Немец танклары торган һәм бөтен Казаннан малайлар монда теге подшипник эзләп нәрсәдер анда танклар буенча йөреп карап йөргәннәр иде. Һәм бу нәрсә өчен танклар иде, литейка на переплавку киткән. Вот, тоже кызыклы фактка тап булдык бүген. Андый нәрсәләрне ишеткәнебез юк иде. С самого детства я знал, что у одной из наших соседок дед был депутатом. Но я в то время не придавал этому значения. И когда уже начал непосредственно заниматься историей Новотатарской Слободы, я нашел этого человека, и думал, что она мне скажет, что мой дед был, это до революции, депутатом Казанской городской думы. Оказалось, что нет. Ее дед был депутатом Государственной Думы, который находился в Петербурге. То есть для меня это было вообще как краевед. И я поднял книгу «Казанские депутаты», депутаты от Казанской губернии Государственной Думы Российской империи. Отксерокопировал эту книгу, показал ей вот эту фотографию, сказал, это он. Она мне сказала, что это он. Она мне сказала, что я пошла в музей еще в советское время, я увидела эту фотографию и узнал, что это мой дедушка. Я пришла к своей матери и сказала, я там видела, мама, ты об этом никому не говори, потому что это ни к чему. Вот она мне рассказала, что там человек, Минлибаев Файзель Ахдас Мухаммед Шариф Улы, родился в 1857 году, он был муллой, и в 28 году, по ее словам, он, честно говоря, скрывался, потому что по тому уголовному кодексу тех лет была статья «Религиозная пропаганда». И вот по этой статье его могли привлечь, и он приехал на Татарскую Слободу и прожил здесь до 1939 года. То есть умер в 1939 году. Причем в книге тут написано, дальнейшая судьба неизвестна, а тем не менее дальнейшая судьба его известна. Депутат не от Казанской губернии? От Казанской губернии, да. Первой думы тут написано, да. Тут написано
тут вот я могу даже прочитать. Избрание Миндубаева в Государственную Думу первого созыва в некоторой степени произошло случайно. По словам Туктарова, период первой избирательной кампании мусульманские выборщики Казанской губернии приняли решение послать на представителей. Ну, короче, никого не нашлось, как я понял, и вот его выбрали, он был представителем МОЛ. Первым от интеллигенции был Саид Гари Алкин, от торговцев Бадамшин, и от МОЛ вот наш герой. И тут, кстати, тут написано Миндубаев, Файзер Кудус, а в действительности он Минлебаев, Файзер Ахтас, Мухаммед Шариф Ула. Вот. Так, ну вот, в общем-то, все, что я хотел пока, все, что приходит на ум. Ну вот еще могу сказать то, что у нас сзади мазутного дома сохранилось некое подобие мостовой дореволюционной. Мостовая, скажем так, не такая, не государственная, которую государство делало, а такая народная. То есть просто люди попытались ее укрепить, но не советская, не из красного кирпича, а вот именно такая белая. Ну, Мустава еще была... Когда мына трамвайны алып қойған елына 2 ел элек еді, анда қазу ішлері барды, һәм мына Ғафури белән Зайцев урамы киселешендә Артур Тумаков деген егет, тарихчы шулай, кревет, ул менә шундый мостовойны төшереп калды, фотосы бар, әмма башка менә 1-2 көннән соң инде уже асфальт белән яптылар. Ягъни менә поперечный урамнар буйлап та мостовой булган, һәм ул бу мазут йорты артындагы мостовойга ашаган, анда зур ташлар, просто алар шулай обтесанный, да, ну кул белән чыкмадым, шу көч белән шулай эшләнелгән. Һәм просто теге шәһәр монда ниндидер благоустройство әллә ни ясамаган. Кешеләр үзләре эшчән монда үз тормышны корган. Зайцев белән Гафури урамында табылган иде ул өлеше. Ул поперечный урам буйлап барган, ул поперечный Симбирский дип аталган. Вот. Последнее, что я хотел вам сказать, ну, уже известный факт, в 1891 году жители Нур-Натарской слободы Мухаммед Вали и его жена Азиза взяли Тукая на воспитание. То есть во всех книгах это оговаривается, и все это получается вскользь. А я бы хотел немножко развить эту тему. Вот посмотрите сами, если по Шилмырда Габдулла Тукай 5-6 яшьлек бала ул вакытта бер үзе генә кала. Ул ятим. Чөнки туганнары аннан баш тарттылар. Ничек итә карагыз үзегез, алар аны Казанга в неизвестность отправили, честно говоря. И вот хочу сказать то, что вот в этот трудный для него момент вот, именно жители Нур-Натарской слободы его поддержали. Они не были богатыми, они были, можно сказать, бедными. Его, как мы знаем, привезли на Чамбазарана, там из Кататар, Байлара, ну, то есть никого не нашлось, взяли его именно наши жители. И это, можно сказать, было одним из самых счастливых лет в жизни, в его тяжелой жизни, как мы все знаем из его биографии. Так вот, в эти годы он в первый раз мог осознанно сказать слово «мама». То есть вот эту Азизу Апу он называл мамой, больше никого не называл. Но затем, вот как уже, как известно, они заболели, и просто они переживали за его судьбу, и если мы умрем, что с ним будет, они вынуждены были его отправить. Вот и пытливый ум Криведа, такой вопрос мне, я хотел для себя поставить. А вот эти люди, они выжили вообще, они узнали, какого ребенка они взяли для воспитания, кем он стал. Они здесь жили? Они жили здесь, да, именно. Это место известно. Да, так вот из книги Ибрагима Нуруллина я узнал то, что в 1907 году, то есть Тукаю 20 лет, он уже поэт, у него уже есть стихи, он вернулся в Казань и специально нашел эту женщину. То есть она также проживала в Нур-Натарской слободе, и у них произошла очень трогательная встреча. То есть он ее также называл мамой. Просто я хочу сказать, то, что в литературе особого значения этого не придается, но по-моему, они просто
просто-напросто спасли его от смерти для нашего народа. Потому что, как мы все знаем, до революционной России, в первые советские годы, детская смертность это было обыкновенное дело. Дети умирали даже в дворянских семьях, в купеческих уже не говоря, о сиротах. То есть такой момент. Адрес? Ну вот есть фотографии, эта фотография я вот передал в музей Тукая, там надпись 68 год, и написано, на этом месте жили вот семья, как взяла Тукая. Я так предполагаю, вот в нашей школе был краеведческий кружок, вот в 68 году они ходили и это фотографировали. Ну и вот есть тоже одна фотография двухэтажного дома, вот так вот раскосе, именно тоже идет. Шаганын Пушеве, ну вот музейде апаларым мегайттелер бұл мына бұл Степан ертегі дейміз, мына Ахмет Файзи деген жазушының Тукай романы бар. Шул романнан мен өзім үшін аңладым, то что алардың ғаилелері тек айрым бен ерта түгел, алар именно снимали комнату у этого Степана, потому что ну такой доходный дом был своего рода. Вот так я понимаю, раз они в этом доме снимали, вот, получается, это именно Асхат Ишкач, молитва Фуриорамна, раньше шестерка ходила, на снимке прям шестой трамвай запечатлен. Вот где-то там он жил, короче, вот так получается. И бүгінгі төртінші ерді. Да, на подъеме. Мәжит Ғафри Дулт, да? Анда бөлме, номерін бөлме, анда биш қарды ет тұр. Ну, міне кішілер турында, яңа татар пестесі кішілер турында еткенде, түрлі фамилиялар ұшырайды, интернетқа да енді қазір бар. Когда я вот читал, сейчас, наверное, как официально, но только вот это скажу и все. Читал, значит, вспоминая Джавида Тарзаманова об учебе в 13-й школе. Он сказал, что вместе с нами учился Харис Якуб. Это жара. Бумагда Таука, отец значит, рядом жил. Биографист Ашам родился в Казани, что он гуляет шоу. Хазирінде бардым музейға Харис Якуб музейіне көргәзмәсіне. Хамидамнан анада экскурсовод абайдан сұрадым. Он мне аңлатып берді, то, что он родился Жаңа Бестәдә, Әжі мәчеті янашасында аларның йортлары иде. Һәм инде тагын бер кызыклы факт, аның иң танылган инде картинасы «Сход казанских студентов 1887 года» была написана у нас на автовокзале. Там есть специальная такая художественная, как это сказать, мансарда. Да, дом, нет, не на автовокзале, рядом с автовокзалом. И вот в этой мансарде, которая сейчас действует, была написана эта картина. Фамилиялар турында әйтмәкче идем, нинди монда фамилиялар булган. Әйткәнемчә, собственниклар, йорт собственниклары күп булмаган. Бәлки күпчелеге я ул йортлар теркәлмәгән булган, я ул йортларда алар нидер бүлмәләрне снимать иткәннәр. Мәсәлән, кызыклы шулай факт, татар исемле кешеләрнең рус фамилияларын алуы. Ну, шу Якуб Козлов безнең өчен бер загадка иде. Хәзер ничектер ачылды все-таки. Ничек дип әйттеләр әле экскурсиядә? Бөренге риваят булды сәүдә иткән башка милләтләр белән. Инде теге җайлар булсын өчен тегеләр төрләрен бакмасын дип Якубов алды. Теге сказанный кожи имел он торговлю, поэтому топонимнан да чыкты инде теге Кәҗә ишек алды икән булган теге 40-нчы мәктәп тирәсе Кәҗә ишек алды. Плясызны в 80-е годы, когда я говорил, что я учусь в 35-й школе, меня это Кәҗә мәктәбе. Я тогда не понимал, у нас там все сдают что ли друг друга, я так это понимал. А когда я уже, когда я уже стал заниматься этим, то что оказывается был Кәҗә мәктәбе дигән исем, нәселләр аркылы менә шулай килеп килгән.
То есть аның недер ыныклары қуаныштырады? Yok. Шамдат түгел, просто в народном сознании наша школа, она все равно была Кажа Мектебе. Да, да. 35. Ну, міне ненде фамилиялар? Гуляпчиков Галей Бекбов, Гуляпчикова Биби Камал, Медведева Биби Гайше. Шундай фамилиялар шығады. Һәм бүгін там татарлар арасында платан урамында Пекин Яков Гаврилович тұрғандар, Петцельдан да қазысы тұрған, Цацина тұрған. Бұл енді башқа милләт вәкилләре, әмма алар янында шулай Мизипа Абдулла, Ишметова Сарви, Александров Исматович татар. Шулай ничектер фамилиялар, рус фамилиялар татар исемнәре белән кушыла. Без яшәшкәнбез татар фамилиялары ничектер рус теге кадаш гаилә булгач, татар фамилиялары нарсы рус булып китәләр. Монда киресенчә. Юк, исемнәре мөселман. Бәлки шулайдыр. Менә тарихын таптып, Козлов инде чөнки ул ничектер тәхәллүс алган инде шул кәҗүлләр белән шөгыльләнгәнгә күрәме. Бәлки. Мишелләрне карагач, аларны ярата. Хәзерге Финляндияның мөфтие Рамил Биляев. Ул шул Нижгар Нишары. Біз Чукиннар фамилиялары монда булган. 3 собственник йорт. Бу нидер бер нәрсә инде бай булгандыр. Бәлки шулай. Щукин Исмаил. Измаил дип язылган. Щукина Умугульсым. То есть Измаил. Булай татарчада Исмаил, но ядер ул язылган Измаил. Я фактлы кем Щукина Умугульсым. Шулай. Һәм әйтергә кирәк, монда степенде бу яңа мистә тарихына калмый торган нәрсә инде. Бірінші жан исәпләрдән карасаң, татар авыллары. Илдар Шәрифовтаны сөйләгәндә. Татар фамилиясе китә, татар исеме китә, һәм милләтен сырыйлар. Һәм нәрсә генә язмыйлар милләттә. Кайсы берләре яза татар исеме фамилиясе була торып, рус яза. Ул әле аңламый просто милләт нәрсә икәнлеген. Бу 20-нче ел жан исәбе, шулай. Монда да ничектер теге әле плавающий идентичность. Измаил булып китте дә шулай. Шуны сөйләп әйтмәкче идек, шундый ачылышлар, әле сораулар, шешелмәгән сораулар да бар. Бәлки сезнең үзегезнең сорауларыгыз бар. Минем соңгы сүзем, бу безнең форум татарской молодежи бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Хусусан Айрат Файзрахмановка һәм бөтен булышкан кешеләргә минем өчен теге кревет буларак минем өчен теге йөрәгем мамай. Чынлап торып, бик күп мәгълүмат алдым бу выставкадан. Есть такие фотографии, которые я даже не мечтал, потому что они существуют. Например, в Мазу я просто мечтал его увидеть, дореволюционный вид, здесь я его увидел. То есть большое вам спасибо, что есть такие люди, как вы. Бик кызык информация. Мен өзім эшләгәнем Бауман районының секретаре, комсомол секретаре булып. И менә бер вакыт 9 майда 340 ветераннарны
И килделер Девятаев, и бір кіші шлеген точмашта. Ол айтты, ну, ол айтты, мен батмашманым бе, соғышқа. Но қызықты, ертөк сағат 4-те ішке барғанда қарасам, заводның істерде бір неміс самолет ұшып барады. Ну, біз кілген полностью. И на неше уақытымызда біз таптық. Оказывается, это точное время, карты опубликованы, немецкие разведчики пролетели над Казанью, сняли все снимки вот этой слободы. Эти снимки все есть. Я могу представить все. Yanında da bizim бар. А бар, да? Ол қызықлы факт, мына бұл мазут ерді нефтехранилищінде. Шул немец картасында ол белгіленген бомба түшіруге керекті орын деп. Ориентир ол бек көп көрілмей, алар видимо маскировкасы болған. Ориентир ескі таш мәшітте, яғни анда нешіктір градуса да енді мәшіттен бомбаларға дасын яқында все нефтехранилище. Бір кіші қызықсынып, бүтін документларын көтерген Германияда. Нендей летчик, фамилиясы, даже фотографиясы бар, Гитлер орден беріп тұрады. Мұнда үш рет келіп кеткен. Вообще глубокий тылы, да? Да, үш рет келіп кеткен мұнда. И главный нәрсе, нешік олар түсіргеш, оннамылар деп нәрсе қой жерде болған. Пленныйларны табып, мұнда ешеген пленныйларны, олар карталарға жазып бергенлер нәрсе аңдатыр. Вот именно пленныйларға кіріп, мұнда ешеген кішілерді табып, оларға көрсетіп, олар мына көрсетіп қойғандар. Нәрсе мұнда, істен көрмелі. Мына бүтіні жол нәрсе бар. Екіншісі, сіз айттыңыз бе, танклар, неміс танклар. Ол қызық нәрсе, мұнда заводта восстанавливали все немецкие танки и отправляли обратно на фронт. То есть они приходили сюда и отправляли, немецкие, у нас не хватало танков, и те танки, которые можно было восстановить, их отправляли обратно на фронт. И самое интересное, вот шел Нарса. И, оказывается, самая была большая проблема, после восстановления на ту сторону не могли переправить, мостов не было даже. Тяжелые танки, 20-30 тонн. Но, меня перекашляют, у меня закрывают карту, шел Нарса, это бар был, казак Нарса. В архивах более 100 снимков. Прям с точностью, с указанием, прям какой объект, какое расстояние, там карта, когда газов. Архив бар, уже сейчас опубликовали, так и называется, снимки, военные снимки Казани. То есть шла таксан? Да. Булмаса я могу подсказать как, потому что у Вернеса, это прям томами, даже летчик. Ашу материалlar birinchi gimnaziya muzeyida bor, Hamalingda уже 13-chi gimnaziya muzeyida bor ekan. Bugun shu maktabdan vakillar bo'ldilar. Aytdilar biz 13-chi maktab. Anda mana shulay men bilmagan fakt Albert silab berdi endi, ammo ilk bilingan fakt 13-chi maktabda kichkina adabiy krужок, adabiy to'garak ishlagan haqiqatdash bo'lgan anda Максим Горький bo'lganmi yo'qmi, ammo u Pravda gazetasida bu to'garak turida yozgan ham ular uchun buyuk fakt bo'lib ketgan. Bu 31-chi yil ham bu to'garak hali uzoq yillarda ishlagan edi. Masalan, men aytdim 13-chi maktabda ishladim. Сочинениялар татар тілінде ол менің үшін жазады. Мен қиын татар тілін нашар біледім. Башылғыш мектеплерде, орта мектеплерде. Тілі яшылды. Мен үшін мектеп нәтижесідір.